Когда Мария услышала свой диагноз, она не сильно удивилась. Туберкулезом сегодня может заболеть каждый человек. Тем более, когда ты водитель такси. Долгое время женщина не обращала внимания на симптомы. Небольшой кашель и одышку она связывала с затянувшейся простудой. Вначале была одышка, сейчас хорошо. Вообще нельзя запускать это дело. Если действительно человек узнал об этом, не нужно задержать. Лучше сразу обращаться в больницу. Зачастую именно отсутствие серьезных симптомов скрывает патологию легких. По данным фтизиатров, в 2016 году в Якутии было выявлено более 560 новых случаев туберкулеза. Среди регионов Дальнего Востока показатель республики по заболеваемости взрослых снизился почти на треть. В основном это, конечно, у нас распространено туберкулез легких. Заболеваемость детей и подростков, хотя она и выше российских показателей, да, но по Дальневосточному федеральному округу и эти показатели тоже ниже, чем у других наших соседей. Сегодня туберкулез определяется врачами с наибольшей точностью за счет модернизации ФЛГ-аппаратов. Только в одной городской поликлинике сделать снимок приходят более 100 человек в день. Наравне приходят и женщины, и мужчины. Еще у нас проходят учебные заведения, студенты. Но далеко не все люди в современном ритме жизни успевают найти время для обследования. Тогда болезнь переходит в наиболее опасную, открытую форму. Так произошло в одной из столичных школ. Сотрудника образовательного учреждения пришлось госпитализировать в отделение. В прошлую пятницу и в субботу все учителя прошли медицинское обследование, то есть это флюорографию прошли. И из числа близкого круга, значит, они еще и дополнительно прошли диоксин-тест. Также в пятницу почти 80% детей получили пробу МАНТУ. В здании была проведена полная дезинфекция. Благодаря первичной диагностике врачи теперь определяют туберкулез на самых ранних стадиях и могут своевременно составить схему лечения пациента. Ситуация с заболеваемостью продолжает оставаться в Якутии напряженной, но благодаря усилиям врачей, по данным за 2016 год, в Эвено-Бытантайском районе не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания туберкулезом. Анна Лебединская, Роберт Набиев, Вести, Якутск.